Политический экстремизм возник не сегодня. С давних пор заговорщики прибегали к физическому устранению своих противников. Но никогда это не приобретало таких масштабов, как в 20 веке. Под прицел попадали премьер-министры, духовные лидеры, президенты, руководители небольших стран и великих держав. Мы не ищем конфликтов. Мы выступаем за примирение общества. Вспомним, с каким цинизмом был убит президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди. На глазах ликующих, приветствующих его людей. Смерть Кеннеди потрясла всю Америку, весь мир. Во время праздника произошло и убийство президента Египта Анвара Садата и его приближенных. Не раз совершались покушения на жизнь Раджива Ганди, премьер-министра Индии. Его убьют, но через 4 года. В 1981 году в центре Рима террорист стрелял в главу католической церкви Павла Иоанна II. Какая-то вакханалия охватила мир. Казалось бы, человечество должно образумиться, но этого не произошло. Начало 21 века продемонстрировало эскалацию насилия, охватывающего все новые и новые регионы. Покушение. Дело 2004 года. Россия. Республика Ингушетия. «6 апреля 2004 года по трассе, проложенной вдоль этих гор, президент Ингушетии Мурат Зязиков направлялся на работу. Обычный день, обычный маршрут, обычное движение на работу в город Магаз. То есть обычный график. Ничего здесь в этот день не было необычного. Мурат Зязиков, президент Республики Ингушетия. Во сколько вы выехали из дома? Я выехал минут 15 10-го. 9 часов 15 минут. Президент отъезжает от своего дома. Впереди машина ГИБДД, сзади автомобиль с охраной. Так бывает каждый день. Так было и 6 апреля. 6 апреля я стоял на посту Магаз-Круг. Иса Арчхоев, инспектор дорожно-патрульной службы. Я стоял прямо на трассе. Колонна двигалась на меня. Колонна двигалась со стороны Назрани на Магаз. Мурат Зязиков направлялся вот сюда, в свою резиденцию. Девять часов 16 минут. Все идет как обычно. Но уже через час ведущие телеканалы России сообщат подробности чрезвычайного происшествия.
Они будут утверждать, в кортеж президента вклинилась неизвестная машина. Но этого не могла допустить никакая охрана. Не могла она допустить и такого обгона. Реконструируя события, телеканалы ошибались. На самом деле события разворачивались иначе. Впереди нас шла семерка белая, без номеров. И шла на малом ходу. Вот что, собственно, и вызвало подозрение, без номеров и затонированная она была. Белая семерка, без номеров, с затонированными стеклами. В районе улицы Тенистой кортеж президента начал догонять эти белые «Жигули». Впереди идущая машина дала ей команду освободить проезд. Она послушно приняла вправо. Семерка съехала на обочину и замедлила ход, но продолжала движение параллельно с президентским кортежем. Она шла тихо, уже когда с нами начала равняться, она прибавила и вот, собственно... То есть вы почувствовали, что она идет на таран, да? Да. Он всем своим поведением показал, что он идет на таран. Я резко притормозил. И где-то на полкорпуса эта семерка вышла впереди меня. Часть пламени все-таки вошла в салон. И вот мой товарищ, который сидел справа, и непосредственно президент, у них было обожжено лицо, шея и волос с правой стороны, а у меня с левой стороны. То есть пламя зашло и вот так по машине вот прошлось. Это произошло в 9 часов 17 минут. После взрыва я видел пламя сначала, потом машина разлетелась, семерка. Вы оставались на своем посту? Я сразу же туда выехал. Сразу выехал, охранников в больницу отвез. Один оказал одному там медицинскую помощь. Улица Войнахская, 9:25. К этому времени президент уже покинул место происшествия. Его машина была изуродована до неузнаваемости. Пассажиров спасла только броня. Правую заднюю дверь заклинило. Раненые охранники из джипа сопровождения эвакуировали президента через левую заднюю дверь. В 9:30 на месте преступления уже работали следователи. Вот все, что осталось от взорвавшихся «Жигулей». А это то, что осталось от водителя-смертника. Приходилось буквально переступать через разбросанные повсюду человеческие останки. Еще 13 минут назад все это было живым человеческим организмом. Серьезно пострадал и джип охраны. Но каким-то чудом все находившиеся в нем остались в живых. В тот же день, то есть 6 апреля 2004 года, исполняющим обязанности прокурора Республики Ингушетия было возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за покушение на жизнь государственного деятеля. Михаил Клименко, следователь по особо важным делам Следственного управления ФСБ России. Постановлением заместителя генерального прокурора Российской Федерации Фрединского данное уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в отдел по Северному Кавказу Следственного управления ФСБ России. Поначалу следствие располагало минимальной информацией. Необходимо было выяснить, кто совершил это преступление, сколько людей находилось в «Белой семерке». Для проведения экспертизы
Тщательно собирали все человеческие останки. Собирались и другие улики. Опрашивали свидетелей. Первая мысль после взрыва, я стоял так, взглядом проводил их, и взрыв. Хамзат Аздоев, свидетель террористического акта. Жена еще на земле валялась, и я побежал сразу туда. Метров 10 не добегая, президент охраны открыла дверь, спокойно вылез оттуда, сел в другую машину. Ну, слава Аллаху, все живы-здоровы, я повернулся обратно домой. Вот так выглядел дом Аздоева после взрыва. Вот мой дом с магазином, который вот этот. И он очень сильно пострадал. Он, можно считать, основной пострадавший. Самый близкий возле дороги, вот на углу вот здесь взрыв был. И мы сами стояли вот здесь на улице. Вот здесь вот, где шифер, вот взрыв был, где ребенок. И ничего у вас никак... Ну так, сотрясение мозга, мелкие там ушибы, там у женщины повреждения небольшие, у обоих сотрясение мозга такие. Она, правда, сознание теряла. Как тут не потерять сознание, обнаружив у себя в кармане вот этот кусок железа от взорвавшейся белой сети. Машина президента, оказавшаяся в эпицентре взрыва, была подвергнута тщательной экспертизе. Данная машина доставлена 6 апреля после покушения на президента Республики Ингушетия Мурада Магомедовича Зязикова. Башир Цечоев, старший механик специального автотранспортного предприятия. Передняя практически дверь не закрывается, задняя правая дверь заклинена. Но двигатель полностью пробитый насквозь. Колеса, диски, это уже вы замечаете, какие пробоины у нас. Вот. Ну, на сегодняшний день эта машина действительно восстановлению не подлежит. Но она сослужила свою службу, спасла президенту жизнь. Позже Мурат Зязиков скажет так. Когда вот все это произошло, я, честно говоря, не поверил бы, что с этой машины можно выйти живым. Но вот, честно говоря, если бы это не было под камеру, я небольшой любитель, мне хотелось даже вот там станцевать. Все пострадавшие от взрыва сразу же поступили вот сюда, в эту больницу. А сколько всего человек поступило к вам? 6. Шестеро, да? Зарема Ужахова, заведующая травматологическим пунктом. А вот те, кто там ранил на улице, вот мальчик, это Алихан. Их довезли почти одномоментно. Разница там может быть минут 10, не больше. Уже на следующее утро Мурат Зязиков приехал в больницу навестить раненых. Ничего, но люди хотят поздороваться. Мурат Магомедович, мы рады, что вы здоровы. Так? Ну, желаем всего самого доброго. Ну, это Амир, он мой родственник, Барсуков, Куриев, значит, ну, достойный парень. Адам тоже родственник мой. Куриев, я сказал, Муцольгов. Все ингуши мне родственники, а тем более эти ребята все, это... Ну, они действовали мужественно, вопросов нет здесь. Они избрали профессию принимать удар на себя. Так поступают телохранители во всем мире. Всего через 3 месяца после вступления в должность президента США на Рональда Рейгана было совершено покушение.
Пули были выпущены вот из этого пистолета. Рейган останется жив. Телохранители закроют его собой. Двое из них будут тяжело ранены. 23 года проживет Рональд Рейган после этого покушения. И все благодаря мужеству и профессионализму его охраны. Они действовали мужественно, вопросов нет здесь. И грамотно, четко все. И, конечно, вот все, что сделано ими. И мне самое главное, чтобы у них все было хорошо. Но иногда одного мужества недостаточно. Необходимо уметь опередить выстрел. Во время визита в Австралию подвергся нападению английский принц Чарльз. В него выстрелят, но пуля не достигнет цели, потому что охранник успеет оттолкнуть принца. От действия охраны во многом зависит исход любого покушения. А вот чем парни били мяч? А вот видите? Вот в чем у вас мяч? Да, у меня в машине мы вытащили вот такие вот. Это мало, значит. Это еще фугас там был. Перебил. Это, значит, тротил, и еще когда тот взорвется, еще фугас, чтобы целенаправленно там было все это сделано. Чтобы ни они, ни мы, чтобы никто там не выжил. Вот благодаря им эта задача не получилась у них. И не получится никогда. На щеке президента след от ожога. Врачи мне сразу оказали то, что мне нужно, сделали. Вот немножко, мне говорят, надо скрыть, загримировать. Я говорю, не надо. Не надо. То, что известно Богу, от людей скрывать нельзя. Ладно, дал Машу. Позже Мурат Зязиков скажет нам: наверное, это Всевышний дал мне возможность продолжить жизнь. И я могу теперь еще послужить своему народу. Я тогда к тебе это сам еще раз приеду, ладно? Уже когда ты домой, когда ты выздоровеешь, ладно? Договорились? В тот день, 6 апреля, Алихан катался около своего дома на велосипеде. И вдруг появились белые «Жигули». Президенту Республики Ингушетия Мурату Зязикову: мы возмущены террористическим актом, совершенным против вас и всего ингушского народа. Мы благодарны вам за все, что вы делаете в деле укрепления мира, и поддерживаем вас. С глубоким уважением, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Дорогой друг, терроризм – это удел трусов и бандитов, и мы должны бороться с ним всеми законными средствами. Альваро Хиль-Роблес, комиссар по правам человека. Это бесчеловечный террористический акт против всего народа. Это звери, не люди. Между нами подбивает клин. Не получится ничего у них. Я считаю, это теракт не против президента делать. Это прямо дана пощечина ингушскому народу. Я уверен, что никому не удастся Ингушетию запугать. Народ крепкий, но помочь нужно обязательно и по линии экономических ведомств, и по линии правоохранительных органов. Абсолютно убежден и президент Российской Федерации, и вот я еще раз повторил его слова, что уверены, что ингушский народ и что руководство республики никакой паники и не поддается, и не поддастся, и не испугается. Ваша активная деятельность вызывает резкое неприятие экстремистов, не желающих мириться с очевидными вашими успехами. Выражаю надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание. Генеральный секретарь Совета Европы Швиммер. На данный момент проверяются различные версии, есть определенные наработки, есть определенная информация, которая проверяется. Естественно, в данный момент, пока идет следствие, я не могу сказать всего, что есть по делу. Но работа идет. 30 мая поступило важное сообщение.
По дороге Карабулака-Чулуки, не доезжая до селения Средние Чулуки, при попытке подрыва нефтепровода подорвались и скончались на месте 2 человека. Неподалеку от места взрыва были обнаружены белые «Жигули». Точно такие же, как та белая «семерка». Без номеров, с затонированными стеклами. Именно из нее вышли 2 человека и направились к нефтепроводу. Только преждевременно произошедший взрыв предотвратил экологическую катастрофу. Вот что осталось от террористов. Но на этот раз в «Жигулях» были обнаружены документы, позволяющие установить личности преступников. После этого преступления стало особенно очевидным, что покушение на Мурата Зязикова было покушением на всю Ингушетию. Попытка нанести удар по судьбе ингушского народа. Вот мы не допустим таких случаев любому, даже какой бы национальности не были людей, чтобы в территории происходила такая ситуация. Потому что он новый человек, недавно пришел к власти, никому он дорогу не перешел даже. Он с народом. Глубоко возмущены, узнав о покушении на вашу жизнь. Да хранит вас Всевышний. Тот путь, который мы выбрали, значит, обращение к лучшим традициям ингушского народа, строительство республики, строительство государственности ингушской, значит, обращение к памяти тех людей, которые сегодня очень много сделали, их мест, инвестиционная привлекательность. И самое главное, что к Ингушетии, вот самая главная моя задача, то, что к Ингушетии не относится как вот к какой-то территории, которая граничит где-то там с зоной конфликта. И вот это, конечно, не нравится. Но я понимаю, что кому-то что-то может не нравиться, а мне нравится то, что нравится моему народу. Наверное, нет народа, которому нравится война, терроризм, взрывы и покушения. Народу нравится созидание, мирная жизнь. В новом 21 веке терроризм объявил войну уже не отдельным лидерам, а целым народом. Экстремистам кажется, что силой можно достичь всего. Однако ничто не остается безнаказанным. Вспомним Чили, 1973 год. Во главе государства, избранный народом, президент Альенде. Чили пойдет по демократическому пути. Страна переживает весну своих лучших устремлений, возрождаясь к новой жизни. Сальвадору Альенде не простили этих слов. Он был свергнут. Тысячи людей уничтожены, посажены в концлагеря. В результате кровавого переворота к власти пришел диктатор Пиночет. И вот сегодня, в 21 веке, спустя 30 с лишним лет, его, бывшего диктатора, привлекают к ответственности за преступления, совершенные в 20 веке. Это дети и внуки расстрелянных и замученных им людей. Они не были свидетелями тех событий, но они никогда не забудут причиненного им горя.
نصبر نهض بيرتكب نهض ليس سعد أسد مهديس لا فتوى سلام الإيمان. Ничто не проходит безнаказанно, и пролитая сегодня террористами кровь не останется без возмездия.